Привет, друзья! Меня зовут Туяра, и сегодня в моем блоге мы поговорим о берестяной посуде народа Саха из моей семейной коллекции. Во время подготовки данного видео я начала изучать а, базовые статьи, истории и информации о берестяной посуде народа Саха. И на первый взгляд мне казалось, что я неплохо в этом разбираюсь, что я знаю об этой посуде многое. Но когда я начала разбираться в терминологии, например, что такое ыргыя и омоюк, я была в ступоре. Как их различить и на что стоит обращать внимание. Поэтому во время просмотра данного видео, если вы что-то знаете больше, чем я, или что-то хотите рассказать про берестяную посуду, то, пожалуйста, не стесняйтесь, обязательно напишите. Мне это действительно очень интересно и важно. Здесь я не выступаю как знаток всего-всего, поэтому не бойтесь меня исправлять и добавлять информацию о посуде. Сейчас я хочу начать видео именно с этого прекрасного, сейчас я вспомню, как она называется. Ыргыя это будет, или маллахигит, маллахит, скорее всего, потому что маллахигит, она идет с крышечкой. И любая утварь, когда она идет с крышечкой, то она имеет название маллахигит. Но с другой стороны, маллахигит даже в самом названии говорит о том, что это даже не посуда и утварь, да, а то, что хранят в нем что-то. Это, конечно, может быть и продукты, но бывает, что там и хранятся какие-то очень важные вещи, например, украшения, другая посуда или даже ткани бывают. Ну, например, в этом малахит мы иногда хранили, например, орешки кедровые, которые нам отправляли из Ленска. И каждый раз, когда ее открываешь, они так красиво, так вкусно пах ароматами тайги. Это было чудесно. И вот такой посуде, я даже не знаю, как на русском это будет, посуда, коробка, или как ее правильно называть. Потому что я, когда начала все это изучать, рассматривать поблизости и какие-то факты перепроверять, я не нашла информацию о таком, об этом. И поэтому увидела, что, оказывается, раньше можно было ее закрывать, что там есть какие-то держалки из кожи. А сейчас она у нас досталась вот такой, и мы даже продолжаем сейчас ею активно пользоваться и хранить там иногда вещи кое-какие. И самое главное то, что вот она такая большая, и она полностью из цельной бересты. Она с двойным дном идет. Это прям супер круто и на века сделанная вещь. Далее мы переходим к другой утвари. Я не знаю, давайте мы определимся сейчас, что если это не посуда, то это, скорее всего, утварь для дома или вещь, да? Я всегда думала, что это ыргыя. Присмотревшись во время съемок, я обнаружила, что это не ыргыя, это тоже малахигит, и она была тоже с крышечкой. К сожалению, историю пропажи, исчезновения крышечки я не знаю, она такой была при мне. То, что было, не помню. И тоже удивительно красивая вещь. Очень круто она прям сшита из конских волос. И во время вот съемок у меня очень много озарений будет, поэтому я поделюсь ею. Видите, горловина, она круглая. Или округлая, да, можно сказать. То есть виды берестяной посуды могут быть то, что они или круглые, или овальной формы. Джерри, раз мы заговорили про овальную посуду, покажу вам вот эту. Она называется тымтыя.
Она бывает овальной формы, бывает иногда с крышечкой. Но я так поняла, что не все бывает с крышечкой. И вот тымтыя обычно хранили сливочное масло, или же творог, или же мясо, что-то такое густое или твердое, потому что и это тоже говорит о том, как и чем питались наши предки. У наших предков еда в основном была молочная продукция, или же мясо, рыба, птица. И ее вот хранили все в такой посуде. Тымтыя, и еще вот я держу в руках туяс. Эти туисы, они очень необычные, потому что они вот тоже, да, овальной формы, длинные, продолговатые, и снизу они идут с деревом, и плюс они шиты не конским волосом, а как-то так они соединены именно тоже берестой и как будто чем-то приклеены. Может, это какая-то новинка, новшество было. Я, к сожалению, не могу определить и точно не знаю, какого года вся эта посуда. И поэтому, может быть, это что-то и с приходом русских что-то связанное, может, я точно не уверена, но они очень сильно отличаются из всей коллекции. Мы ими активно, кстати, пользуемся. Вот каждой посудой, которую вот я показываю, рассказываю, мы пользуемся. Например, в этом маленьком туиске мы хранили соль буквально вот пару лет назад, перед переездом из Якутска, мы сменили ее. Она вот такая уже, видите, немножко одичавшаяся. И вот моя мама хранила там соль, бабушка хранила соль. Я с детства помню, что там хранили соль. Вот. И крышка, она не из бересты, а из дерева, выполнена вот в таком виде и стиле. Как изготавливали, откуда и почему решили использовать бересту для изготовления посуды? Напомню, или для тех, кто еще не знает, то, что для моего народа береза является священным деревом. У нас есть связь с нашими божествами, с нашими духами через это священное дерево береза. И даже если спросили бы наших предков, почему именно береза, то наука даже сейчас отвечает более основательно, потому что посуда из бересты, она дольше сохраняет, там в ней не портится ничего, там какая-то вот эта суперсистема, которая хранит все в первоначальном виде, антибактериальное и тому подобное. И эту бересту собирали 2 раза в год. Обычно это сбор бересты начинался в мае и длился до середины июня примерно. И в это время береста бывает обычно светлого цвета. Я ни разу не собирала, это все данные, то, что я нашла в источниках, в статьях. Вот там так написано, а то, что собирает к осени, в августе месяце, она может быть потемнее. Сбор бересты приходился таким семейным делом. Ее выходили собирать именно в такую влажную погоду, после дождя или во время дождя, чтобы береста была такая гибкая, податливая. И в сборе участвовали не только там женщины, дети, но и мужчины. И не было такого, чтобы это изготовление посуды было чисто женским делом. Все занимались этим производством. В изготовлении домашней утвари, посуды были привлечены все, и мужчины, и женщины, и дети. После сбора бересты все это нужно было еще шить.
Для шитья вместо ниток использовали конские волосы и хвост. А, так как видите, то, что они по цветам различаются. Вот это украшение, все это очень эстетично, как достигали вот именно затемнения или осветления бересты. Я ранее говорила то, что если в августе пришелся сбор бересты, то береста могла быть чуть-чуть потемнее. А если хотели достичь более темного цвета или красный цвет какой-то добавить, то также собирали грибы, сушили их, а грибы росли рядом с березой, и еще чем-то перемешивали. Извините, я сейчас не вспомню, может быть, когда вспомню, я напишу под видео. Если вы прям очень интересуетесь, то, может, вы тоже найдете информацию. Перемешивали и красили посуду. Также вот прямо сейчас в руках я держу более современные варианты берестяной посуды, которую шила, изготовила моя свекровь Мария Гаврилевна. Она увлекалась этим, и вот ее первые пробы. И я очень рада, что в нашей коллекции есть посуда, которую изготовили точно наши предки, наши ближайшие родственники. Далее давайте поговорим про нитки. Как я и ранее говорила, для ниток, вместо ниток использовали конские волосы и хвосты. Обычно черное или белое, или черно-белое. И очень удивительно, как ее связывали, какие узлы были. Они совершенно другие, и это тоже тема для будущего видео, потому что узлы у каждого народа совершенно не похожие друг на друга, или же похожие бывают какие-то узлы. И вот это мы тоже в следующий раз обсудим. Для посуды это самое главное то, чтобы она выполняла свою функцию, и они до сих пор ее выполняют и красиво смотрелись. Во время съемок этого влога у меня на самом деле возникало очень много вопросов. Вроде бы это про изготовление, хорошо, можно, наверное, найти какого-нибудь мастера все это уточнить. И про узлы, про веревки у меня очень много вопросов возникло, и это точно тема для будущего какого-нибудь видео. Так что, если вы что-то знаете, пожалуйста, напишите мне, поделитесь об этом, и будет очень интересно это изучать и обсудить. Далее передо мной стоит Маллах Игит. Что такое Маллах Игит, я ранее рассказывала. Она обычно бывает с крышечкой, такой плотно, хорошо закрывающаяся. Она может быть большой, но в данном случае передо мной небольшая такая коробочка, можно сказать, берестяная. Она имеет очень глубокий смысл. Это не только место хранения, но и плюс ритуальная посуда, можно сказать. Когда в семье рождалась девочка, мама или бабушка, но обычно, скорее всего, мама бывает, она начинала готовить, шить для нее малахит, чтобы туда можно было бы сложить в будущем перед проводами ее как невесту в новую семью, ее вещи, чтобы все это хранилось, все ее вещи, украшения, а также когда в семью приходит невеста, по нашим традициям, свекровь дарит невесте своего сына Маллах Игит, в котором обязательно бывают ножницы, иголка с ниткой. Это такое посвящение. И представьте, я подумала, мне же тоже надо готовить Маллах Игит для своей будущей невестки. Их у меня планируется 4 штуки. У меня 4 сына, поэтому повод тоже задуматься, что же туда прям положить и красиво. Если бы я сама все это сошью, это было бы потрясающе. Вторая посуда, вторая утварь Маллах Игит, которую вы видите, она такая немножко
уставшая. Я не знаю, как так случилось, что она так порвалась, но я уверена, что ее можно легко починить, заменить, потому что она из бересты, и главное, ее так красиво можно отремонтировать. Я верю и надеюсь, то, что я могу потом справиться и все поставить на место. Вы тоже поверьте в меня. К сожалению, очень сложно определить возраст некоторых вещей из моей коллекции, особенно если она изготовлена из бересты. Я даже не знаю, как это можно определить, но она полностью выполняет свою функцию. Мы ею постоянно пользуемся, что-то храним, что-то передвигаем. Когда мы жили в Якутии, мы, например, спокойно с каждой вещью могли выйти в лес, в тайгу, по ягоды пойти, по грибы пойти. Они очень легкие, и дети с собой ее носили. Вообще вещи, они полностью универсальные. Как я говорила, там мы хранили где-то соль, где-то вот я сейчас, например, храню таблетки от посудомойки, где-то вот украшения, вещи, все это они используются в быту прекрасно, так что вот такую посуду можно легко интегрировать в современный быт человека. В настоящее время, конечно, очень много разных мастеров и мастериц, которые занимаются изготовлением таких прекрасных изделий. Из бересты, кстати, изготавливается не только посуда и утварь, но также и украшения, и различные предметы интерьера, то картины могут быть это или что-нибудь еще. В детстве мне казалось, что художники, когда рисуют, например, берестяную посуду, они вот такие черточки все это ставят, и казалось это очень забавным, интересным, может быть, они так сами придумывают, я думала, но присмотревшись к каждой вот вещи, посуде, я все это вижу, как природа сама создает такие уникальные, невероятные шедевры, которые будут продолжать радовать меня, мою семью и моих будущих внучат, поколений. Я так много об этом говорю, и мне хотелось бы все это им сохранить и передать. Вот такое короткое, и я очень надеюсь, что действительно полезное и интересное видео получилось. Если вам она понравилась, то, пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте комментарий, и до следующих встреч, дорогие мои.